Добрый день, с вами я, Карибаева Сабина, ведущая подкаста, и в этом выпуске мы обсуждаем новые изменения в Конституции Республики Казахстан, что это и для чего они нужны. Сегодня у нас в гостях эксперт по конституционному праву Гульмира Толебековна Байркенова. Гульмира Толебековна, рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте начнем с самого главного вопроса. Зачем принимается новая редакция Конституции Республики Казахстан? Что является основной задачей данной редакции? Ну, начнем с того, что Конституция – это основной закон любого государства, то есть закон законов. И Конституция представляет из себя своеобразный общественный договор. Договор между властью, обществом, государством и отдельным гражданином этого государства. Хорошо, большое спасибо за ответ. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какие ключевые новеллы новой Конституции вы считаете более значимыми и системными? Ну, начнем с преамбулы. Любая Конституция, она начинается с преамбулы, тем более наша Конституция, согласно вот этим стандартам, началась Конституция. Вот с первых слов Конституции мы видим принципиальную разницу между действующей Конституцией и проектом Конституции. Например, новелла, касающаяся, например, системы государственной власти, да? Вот, была, по сути дела, согласно проекту, создается новая архитектура, значит, государственной власти, в которой двухпалатный парламент, значит, вместо двухпалатного парламента должен занять однопалатный Курултай. Вот. Создается новая должность вице-президента Республики Казахстан. Значит, создается другой орган народного представительства, да, который осуществляет функции. Создается новый орган создается новый орган народного представительства, вот, который выполняет консультативную роль. Это Казахстан Халық Кеңесі. Вот, поэтому я думаю, что вот эта новая система архитектуры власти, она должна сделать систему государственного управления более эффективной. Помимо этого, в качестве новелл можно назвать прямое указание в тексте Конституции новых ценностей, то есть новый ценностный ориентир, то есть ориентированность на человека, ориентированность на пересмотр или акцентов в развитии экономики и так далее. Большое спасибо за ответ. Вот сейчас мы часто слышим о таком термине, как человекоцентрированная конституция. Вот какой смысл данного термина и как он отражается в новых законах страны? Например, да, новая конституция, проект конституции, она предполагает уже, расширяет не только перечень прав, свобод и обязанностей, да, вот, помимо этого расширяются гарантии соблюдения прав и свобод, вот, и внедряются новые механизмы, предусматриваются новые механизмы обеспечения прав и свобод человека. Хорошо, спасибо за ответ, Гульмира Толебековна. Вот как вы охарактеризуете современную власть Казахстана после конституционных реформ? Ну, если 15 марта, когда состоится республиканский референдум, и большинство населения проголосует за вот данный проект Конституции, то начнутся, согласно вот именно этому проекту Конституции, начнутся институциональные изменения в Казахстане. Вот в первую очередь действующий двухпалатный парламент должен принять конституционные законы, например, конституционный закон о Курултае, да, и статусе его депутата, конституционный закон о Казахстан Халық Кеңесі, конституционный закон о вице-президенте. Да? Вот. После этого Конституция вступает в силу 1 июля 2025 года. И вот после этого президент объявляет внеочередные выборы в Курултай. Может быть, может даже будут очередные, но там детально уже об этом закон скажет. Да? Выборы в Курултай. Вот, и в течение 2 месяцев должны состояться выборы в однопалатный Курултай. И далее, значит, осенью уже однопалатный Курултай должен начать работу. И согласно вот уже проекту Конституции, этот однопалатный Курултай, значит, должен совместно с президентом
определить, кто у нас в Казахстане будет занимать должность Мгм. вице-президента. А вот какие нормы проекта новой Конституции вызвали такой общественные дискуссии, резонанс, возможно? Мгм. Ну, возьмем, например, то, что ближе к нам, да, это Мгм. право на образование. В данном случае мы сами понимаем, что бесплатного практически нет ничего, да. Даже когда мы сейчас, вот в Конституции написано бесплатное среднее образование, да, Мгм. вот бесплатное, оно за счет же бюджета государства Да. осуществляется, а бюджет формируется из наших с вами налогов, да, из налогов граждан Казахстана, из доходов государства, и поэтому, и когда мы говорим бесплатно, значит оплачивает государство. Вот, и поэтому вот это право, возможность получить среднее образование бесплатно, оно остается. Но просто заменено слово, да, оплачиваемые государством, не оплачиваемые ими, то есть именно гражданами Республики Но Казахстан, государство. да, но государством образование. И там написано слово «государство гарантирует». Если государство гарантирует, значит государство создает условия, то есть условия бесплатного получения образования. Кроме того, вот попутно хочу сказать, что вот в новом проекте Конституции есть и уточнение по поводу, например, образовательного гранта на получение высшего образования. Если в действующей Конституции есть норма о том, что граждане Казахстана имеют право получить бесплатное высшее образование. Хорошо, спасибо большое за ответ. Напоследок задам вам вопрос. Почему молодому поколению важно понимать суть вот этих вот изменений проекта новой Конституции? Почему молодому поколению? Потому что молодое поколение, оно время же не стоит на месте. Сегодняшние студенты завтра будут уже самостоятельно работать, да, сами создадут семью, будут воспитывать детей. Поэтому вот даже вот эти ценности, которые у нас Конституция закрепляет, да, Мгм. ценности, например, такие ценности, как справедливость, законный порядок, ценность культуры, образования, науки, инноваций, ценность суверенитета. Это необходимо для молодого поколения. Они завтра, кто-то из них будет управлять государством. Гульмира Толебековна, большое спасибо за такой интересный, познавательный, подробный разговор. На этом наш разговор об изменениях в Конституции Республики Казахстан окончен. С вами была я, Кайрбаева Сабина, ведущая подкаста, и эксперт по конституционному праву Гульмира Толебековна Байркенова. До новых встреч в новом подкасте.